Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджилері. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 80 67 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР. И ваша поддержка поможет нам продолжить нашу работу на информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии. Игорь Рейтерович, политолог, историк-аналитик. Витаю вас, пане Игорю. Ассаляму алейкум. Витаю. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Государственный секретарь канцелярии президента Польши, руководитель бюро по международной политике Якуб Кумах в разговоре с заместителем руководителя офиса президента сообщил, что на саммите Крымской платформы Польша будет представлена на самом высоком уровне. Якуб Кумах висловив підтримку ініціатив України, спрямованих на деокупацію Криму, та підтвердив, що на інаугураційному саміті Кримської платформи у серпні в Києві Польща буде представлена на високому рівні. Також відбувся обмін думками щодо важливості та символічності укладеної між Україною та Польщею декларації щодо подальшої підтримки польськими партнерами руху української держави до членства в ЄС. А накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что 28 стран и международных организаций выразили свою готовность принять участие на саммите Крымской платформы. И именно те страны, которые примут участие в саммите, почти уже завершили согласование Крымской декларации, документа, который должен быть провозглашен по итогам саммита. Давайте его послушаем. 28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи стільки країн не збиралося в Україні. Цей результат нам дозволяє сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення. Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи. Пане Игорю, 28 стран, международных организаций, представительства различных стран, в частности, Соединенные Штаты Америки, как стало известно, будут представлены на уровне министра транспорта, а именно это будет Питер Бутиджич, да, если я не ошибаюсь. Да. Это хорошее представительство? Ну, хотелось бы, конечно, лучше там на уровне президента Соединенных Штатов, вице-президента или государственного секретаря, но давайте не будем забывать, что нынешний министр транспорта когда-то был кандидатом в президенты. В принципе, его позиция по отношению к России известна, он тогда ее озвучивал, поэтому я думаю, что если у него будут соответствующие директивы, и он сможет сделать какие-то заявления, которые будут способствовать развитию и нормальному, эффективному, точнее, функционированию этой Крымской платформы, то это будет неплохо. А по остальным странам нужно смотреть. Пока некоторые страны подтвердили, что это будут главы государств, это в основном там балтийские страны, да. Вот по Польше интересно посмотреть. Анджея Дуду ждать? Было бы отлично, скажем так, да, потому что чем больше будет представительства именно с Европейского Союза, стран Европейского Союза, тем проще нам будет говорить о каких-то реальных шагах, которые будут связаны с деоккупацией Крыма, либо внедрением каких-то новых санкций по отношению к Российской Федерации. Что мы прекрасно понимаем, что если это будут министры иностранных дел, это немного одна история, если это будут президенты, эта история несколько другая. Поэтому сейчас все сводится в первую очередь к уровню представительства. И второй момент, это все-таки какие-то конкретные документы, которые на этом саммите будут подписаны. Мы пока про них не знаем, только какие-то общие заявления, возможно, они появятся. Сейчас хотя бы уже понятно, что такой документ есть, что он готовится и даже сейчас находится на этапе согласования с теми странами, которые точно приедут на саммит Крымской платформы. Я так понимаю, это то, о чем говорили, это Крымская хартия. Вот что должно быть такого в этой декларации? Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы в разработке этой хартии принимали участие в первую очередь крымские татары. У меня пока такой информации нету, что их каким-то образом туда привлекали, хотя это было бы логично, да, чтобы они были не просто экспертами, а в принципе той стороной, которая будет обсуждать какие-то ключевые моменты. Мне кажется, там должно быть все, что касается
деоккупации Крыма, возвращения его в состав Украины, усиления какого-то давления по отношению к Российской Федерации в контексте тех репрессий, которые не совершают касательно местного населения. То есть это механизмы должны быть прописаны? Механизмы конкретные должны быть прописаны, и кроме общей декларации, мне кажется, должен быть какой-то второй документ, который будет детализировать какие-то первые шаги касательно тех или иных проблем, которые на сегодняшний день наиболее актуальны в плане аннексии, оккупации Крымского полуострова. Россия, мы же знаем, как себя ведет, что она там вытворяет. Да. По большому счету это... я не люблю каких-то там таких высоких сравнений, но это мне очень напоминает какие-то там 30-е годы в Советском Союзе, да, то есть массовые репрессии вообще по надуманным причинам или вообще без причин, просто этнической принадлежности там, или религиозной им достаточно для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить. Какая-то реакция на это должна быть, и если Крымская платформа на саммите, какое-то решение по этому поводу будет принято, дополнительно к тем пакетам санкций, которые у нас на сегодняшний день есть, но мне кажется, это будет неплохим стартом. Посмотрим. Если это все ограничится просто декларациями, да, на какое-то время это привлечет внимание к теме Крыма, но сколько у нас сейчас такая информация вообще держится? Например, после встречи Путина и Байдена об этом говорили, неделю максимум. Да. Да? Причем мы должны понимать, что это лидеры двух крупнейших ядерных государств встречались, огромное количество проблем, каких-то там вопросов. Поэтому тут надо не столько внимания привлечь, сколько выйти с какой-то конкретикой. Президент ее пообещал. Будем надеяться, что теперь это смогут реализовать. Но эта конкретика и эти действия могут в дальнейшем вылиться в какую-то институциональную модель Крымской платформы? Ведь не все должно быть ограничено, насколько я понимаю, просто саммитом и той декларацией, которая будет принята. Безусловно. То есть речь же идет о том, что эта платформа будет постоянно действующей до тех пор, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины. Да? Поэтому можно ее разбить на какие-то отдельные, группы, подгруппы создать. Да? Те или другие страны в этом будут участвовать. Какая-то там общая президия, например, регулярность встреч, это тоже очень важно. Да? То есть каким образом они будут коммуницировать между собой. Раз в год, как по мне, этого недостаточно. Но если это общее собрание, это одна история. Да? Но если чисто на уровне потом министров иностранных дел, мы будем знать, что у нас отдельно тема Крыма постоянно поднимается, то есть отдельно за это отвечают. Мне кажется, это будет неплохо. Но опять-таки вопрос практического применения каких-либо механизмов после этой крымской платформы, крымского саммита, по состоянию на сегодня это наиболее актуальный вопрос. Мы пока ответом на него не получили, возможно, для нас готовят какой-то сюрприз, не хотят это все, выносить в публичную плоскость. Дай бог, как говорится, я думаю, что никто не будет из украинцев против этого. Пускай потом выйдут и, как там шутят, говорят, жахнут по России какими-то санкциями, какими-то реальными такими вещами, чтобы где-то Россия немножко поуспокоилась, прекратила репрессии. Возможно, это вообще было идеально, вернула каких-то удерживаемых лиц, выпустила их на территорию Украины, например. Я, честно говоря, в это мало, конечно, верю. Мы видим, что Россия сейчас очень нагло себя ведет в этом плане, какую-то свою платформу собирается делать, рассказывать Да, но это просто попытка информационно перебить. Если все люди, которые, политики, которые говорят, что они приедут, они действительно приедут, России очень сложно это как-то даже будет не комментировать. Они, конечно, могут вето на это наложить в своем информационном пространстве, но что-то, конечно, будет туда просачиваться, и в том числе через ваш телеканал, да, то есть люди будут знать, что никто не забыл, и на самом деле работа ведется, и ведется достаточно серьезно. Но они же, видите, они даже в ЕСПЧ решения, которые они не признают, подают иск. Пускай подают, то есть это замечательно. ЕСПЧ их, извините, неоднократно посылал, пошлет еще, причем, аргументированно, то есть это все будет по каждому пункту, который они подали. Но это вообще, знаете, такой из области шизофрении немножко, мы не признаем суд, но мы в этот суд подаем. То есть, если суд вынесет решение в пользу нас, то мы признаем. Да. Если нет, то мы, значит, его не признаем. Это опять-таки это попытка привлечь внимание, показать, что есть какая-то альтернативная точка зрения, не только точка зрения Украины или каких-то западных стран. Но мы, как видим, оно не сработало, они ресурсы информационные и финансовые туда вложили существенные. Где-то на их каналах это прошло, а в других странах, по большому счету, либо на это не обратили внимания, либо, что для них еще болезненнее и хуже, просто посмеялись. Сегодня многие обурились, а некоторые даже посмеялись над последним высказыванием главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который сказал, что считает, что Украина могла бы шантажировать весь мир, если бы сохранила ядерный потенциал, а подписание Будапештского меморандума стало для нее фатальной ошибкой. Давайте послушаем его цитату.
У Кравчука, мені здається, фатальна помилка. Позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли по-іншому, домовлялися по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім по-іншому. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах. Пане Игорю, как вы оцениваете такое заявление Давида Арахамии и вообще стоит ли его делить на суть и на формулировку? Безусловно, тут можно искать какие-то там подводные камни. И, знаете, мне кажется, есть две версии такие. Вот почему это произошло. Первая версия, он так действительно считает, и он просто так сказал. Да? Вот именно в таком контексте, используя такие, знаете, мягко говоря, не дипломатические слова, как шантажировать. И я, кстати, не знаю ни одну страну, которая владеет ядерным оружием, и которая по состоянию на сегодня этим фактом шантажирует мир. То есть нет таких стран. Есть страны, которые пытаются получить ядерное оружие, и фактом вот этой попытки, Северная Корея, например, Иран, они как-то шантажируют мир. Но ставить Украину в один ряд с Северной Кореей, мне как-то не очень бы хотелось, чтобы нас сравнивали. Есть вторая версия, что, в принципе, это абсолютно осознанное заявление. Такая, знаете, попытка поднять ставки в наших каких-то переговорах с западными партнерами. Это, что... наоборот, не ухудшает наше... это же, помните, после Компартии, Китая, после заявления о переориентировании взглядов Украины на восток. Вот это ложится же в парадигму последних каких-то заявлений нашей власти. Это, знаете, такая, извините за такое сравнение, пацанская дипломатия или дворовая дипломатия, да, вот как когда в детстве там есть друзья во дворе, да, вот я с кем-то там поругался, я, демонстративно начинаю больше дружить с другим, чтобы тот, с которым я поругался, ходил, мучился и как-то вот пытался со мной помириться. Но это свойственно Путину и его команде. К сожалению, это несколько свойственно и нашему президенту, который позволяет себе время от времени какие-то заявления там с риторическими вопросами. Почему мы не в НАТО, там, да, или через вот людей типа Арахамии, там, Арестовича, каких-то еще людей. Они вбрасывают такие тезисы: вы нам должны, вы предали интересы Украины. Как Арестович, помните, про Германию говорил, Меркель там предала интересы Украины. Арахамия такую вбрасывает. Все же понимают, что это же говорит, извините, даже не просто народный депутат от «Слуги народа», глава фракции, она большинства. По большому счету, это во многих странах достаточно мощная фигура. И в любом случае его высказывание попадет на стол нашим западным партнерам, которые там занимаются этим мониторингом. При этом, обратите внимание, кроме Корниенко, никто с офиса президента или там сам президент не опроверг заявление Арахамии, не сказал, что он погорячился и сказал не так. То есть, возможно, это где-то такая вот игра на повышение, что вы не будете, значит, слушать то, что мы вам говорим, значит, мы начнем думать про возобновление ядерного там потенциала Украины и так далее. Вообще это реально, вот если говорить реально о возобновлении ядерного потенциала и инфраструктуры. С точки зрения чисто вот такой, скажем так, материальной, это реально. То есть у нас осталось, смотрите, у нас же есть атомные электростанции, мы же понимаем, что если у нас есть действующие ядерные реакторы, которые производят мирный атом, они достаточно легко переориентируются на получение атома военного. И вот все проблемы, которые были у Ирана, у Ирака когда-то, они строили в первую очередь обычные реакторы, пытаясь потом их переориентировать на военные нужды. Другие страны им это не давали делать, там Израиль просто на территории там взрывал своими истребителями и так далее. Поэтому и у нас есть потенциал научный. У нас есть уран, который мы добываем в нашей стране, и теоретически это все можно. У нас есть технологии, и мы теоретически это все можем восстановить. Но это, конечно, требует колоссальных денег. То есть надо по-новому это все выстроить, опять собрать этот научный потенциал. Самое главное, с точки зрения дипломатии, это будет катастрофа. То есть мы же должны понимать, что появление еще одной страны с ядерным оружием, оно странами, которые этим ядерным оружием владеют, мягко говоря, не очень позитивно будет воспринято. Тем более как элемент шантажа. Да, вот по сути, потому что речь же идет про вот это. Но тут же, наверное, суть о Будапештском меморандуме. Безусловно, смотрите. 1994 год. Да, мы ведь правда на просто бумажку поменяли на часть. Где-то это представить можно, но тут же тогда претензию надо выдвинуть Кравчуку и Кучме, потому что там же интересная история. Один, по сути, этот меморандум готовил, второй подписывал. Тут Арахамия немножко ошибся, потому что его Кучма подписал. Но готовили его при Кравчуке. Да. То есть документ был, Кучма просто сменил Кравчука, и он уже, по сути, вот как
наследственность определенная, да, этот меморандум. Поэтому надо задавать вопросы им, почему как бы был такой именно меморандум подписан. Но дело даже не в этом. Если мы чувствуем себя обделенными, а мы обделенные в этом плане, так давайте выйдем с конкретным планом, предложений, требований каких-то там, да, и нашим партнерам вот, на встрече с Байденом, там, на встрече в Германии с Меркель, да, озвучим, что, смотрите, ну, страны, которые были гарантами, вы как бы ничего нам не гарантировали, поэтому давайте это как-то по-другому компенсировать. Но играть вот в этот шантаж, ну, понимаете, тут же к нам начнут относиться с огромной долей осторожности, понимая, что, ну, мягко говоря, неадекватное какое-то руководство, которое вспоминает про какой-то шантаж, ядерное там оружие и так далее. Вот если бы мы вышли с конкретным планом и сказали, смотрите, вот то-то, 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 ну хорошо, вы нам не гарантировали это, значит давайте нам это. Будем садиться говорить, но этого сделано, к сожалению, не было. Кроме того, ну вот смотрите, есть же как бы дипломатия такая публичная, а есть реальная. Да. К огромному сожалению, в 2014-2015 году, если кто-то думает, что предыдущая власть там, или президент Петр Порошенко не поднимали вопрос по поводу этого Будапештского меморандума, это не так. Они это делали. И делали на очень высоком уровне. Но тогда нашим дипломатам, это же известно по большому счету многим история. Их просто вот вызвали куда-то в коридор дипломаты Британии, Соединенных Штатов Америки, ну, стран-гарантов, да, по сути, и сказали, так, уважаемые украинцы, давайте так, мы вам будем помогать, ну, там, как сможем, да, но вопросы меморандума вообще не поднимайте, потому что они вызывают у нас дикое раздражение у нашего руководства. Они не подписывали этот меморандум. Это действительно декларация, бумажка. Никто не знает, как ее выполнять и как вам это гарантировать. Поэтому давайте по-другому. То есть это признак как бы плохого тона, если вы в публичных переговорах начнете его вспоминать. То есть либо мы делаем так, либо мы вообще никак не делаем. Хорошо, с чем тогда 30 августа в Вашингтон должен поехать президент Украины Зеленский? Замечательный вопрос. Наверное, с тем же, с чем он должен был поехать на встречу с Ангелой Меркель. И вот Абрахамия, кстати, сказал еще, что разговор будет с Байденом на повышенных тонах. Кстати, с Меркель тоже, помните, было, но что Меркель, будут поднимать принципиальные да, и в чем это закончилось? Да ничем, извините. Я, знаете, очень не люблю критиковать нашу власть, например, за какие-то внешнеполитические действия, поскольку это наносит, ну, ущерб имиджу страны. Но поскольку мы на украинском телеканале, да, то есть как бы, ну, это как-то более-менее еще понятно. Зеленский провалил, например, полностью визит в Германию. Полностью. Он что-то где-то между строчек сказал по поводу Северного потока как политического оружия и так далее, но мы не увидели какой-то реально принципиальной позиции Украины. Очень интересно было, что этот пресс-брифинг состоялся еще до 4-часовых переговоров с Ангелой Меркель. Вот, понимаете, то есть если бы он вышел и сказал, вот я приехал, у меня вот есть, например, вот там на 150 страниц предложение Украины по поводу каких-то гарантий или компенсаций, если поток заработает. Мы хотим это обсудить, понимая, что с этих 150 или 100 страниц мы получим там половину или треть. Но это были бы наши предложения, наши требования, да? Наше какое-то видение. Просто сложилась такая ситуация, что наша власть до конца надеялась, что ситуация как-то сама собой рассосется. И у нас был только один план. Поток достроен не будет. А он достроен де-факто. То есть, а на что мы рассчитывали? Мы рассчитывали на то, что санкции Соединенных Штатов Америки препятствуют? Мы рассчитывали на санкции, что они воспрепятствуют, на то, что Германия одумается, на то, что еще сейчас рассчитываем, что в Германии осенью на выборах победят зеленые, которые скажут, что этот поток мы не будем запускать в эксплуатацию. Ну, сейчас рейтинги у зеленых довольно подупали изменились. Несколько, да. То есть, и опять-таки, даже если они победят, у них не будет монобольшинства, это будет коалиция и так далее. Поэтому вот какая-то эфемерная была надежда. Хотя, смотрите, любой эффективный политик должен иметь всегда минимум 2-3 плана. Оптимальный, идеальный, который, да, вот такой, но готовиться надо всегда к худшему. И когда мы уже понимали, это же было понятно несколько месяцев назад, что поток так или иначе достроит. И как не мытьем, так катанием, да, как говорят. Мы должны были выйти с этим негативным сценарием для нас, но под этот сценарий разработать уже пути решения этой проблемы, а их нет. Поэтому я, знаете, с некоторой опаской смотрю на визит предстоящий Зеленского в Соединенные Штаты Америки, потому что если Зеленский поедет туда просто пообщаться с Байденом, сделать пару классных фото и услышать заверения в поддержке территориальной целостности, суверенитета и так далее, но это будет ни о чем. Мы туда должны ехать в том числе с конкретными нашими предложениями и нашим видением. Президент говорит, что за время его каденции субъектность Украины очень сильно увеличилась.
Вот я хочу увидеть эту субъектность. Мы приезжаем и говорим: господин президент, вы лидер там демократического мира, самой большой демократической страны, мы вам благодарны за поддержку и так далее, но нас волнуют такие-то вопросы. Да? Вы не можете нас взять сейчас в НАТО, тогда мы хотим то-то, то-то, то-то. Статус члена поза НАТО, да, ну, особого как бы союзника Соединенных Штатов Америки, дополнительные деньги на оборону, совместные учения, обучение наших военных, да, не можете, нам не надо там наступательное оружие, давайте нам оборонительное оружие и много смотрите, других если вещей. мы говорим о том, что Украина соглашается на получение статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО, означает ли это, что мы, в принципе, отказываемся от вступления в НАТО и говорим, что, ну да, в ближайшей перспективе мы не видим? Нет, мы не отказываемся, но мы получаем минимум, да, хотя бы того, что нам добавит какой-то дополнительной субъектности. Это же, кстати, бонус, в том числе говорить и другим странам, например, в НАТО, которые ориентируются на Соединенные Штаты Америки, о том, что, смотрите, у нас особые отношения, да, это будет дополнительный плюс. Ну, давайте откровенно. НАТО — это большой блок, 30 стран, да, как бы, но при этом там, по сути, лидером этого блока являются Соединенные Штаты Америки. И если Соединенные Штаты Америки, Британия там в значительной мере, но если Штаты вот решат, что эта страна должна быть в НАТО, это сразу дает там, как, знаете, как шутят в компьютерных играх, плюс 75 к харизме этой страны в плане получения этого членства. У Штатов просто пока такого понимания нету, к сожалению. Не можем мы зайти так, давайте попробуем как-то по-другому. Покажем свою субъектность, свою адекватность, свою полезность. То есть не мы должны где-то просить, они должны в определенной мере быть заинтересованы в том, чтобы мы в том числе были членом этого блока. А мы пока, к сожалению, в основном просим. Хотя тогда тут вопрос, а чем заинтересовать? Ну, смотрите. Пане Ігорю, вернемся к этому вопросу. Я просто предлагаю сейчас подключить к нашему ефіру Ярослава Юрчишина, народного депутата України, фракція «Голос». Він зараз з нами на прямому зв'язку по відео. Пане Ярославе, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Пане Ярослава, мы сейчас с паном Игорем обсуждаем как раз визит президента Украины Зеленского в Вашингтон. На ваш взгляд, с чем должен поехать президент в Вашингтон? Что должно быть в портфеле у президента? Ну, спочатку потрібно їхати з виконаним домашнім завданням, тобто з тим, що ми брали на себе зобов'язання зробити в цілях активізації співпраці з Міжнародним валютним фондом чи з НАТО. Тут мова йде і про фактично початкову стадію судової реформи, реформу Служби безпеки України, яку, на жаль, навіть на законодавчому рівні поки що не прийнято. І ми коли говоримо, що ми хочемо мати якісь додаткові пріоритетні стосунки з НАТО, в той же час просимо якусь дорожню карту, хоча попередньо вже і Байден, і Блінкен дуже чітко визначалися, і зрештою наша програма співпраці з НАТО теж передбачає ряд великих реформ. Але це те, що могло би посилити позицію візиту. На жаль, крім лише законодавчого забезпечення судової реформи, іншим нічим похвалитися не можна. Ситуація в енергетичній сфері, корпоративне управління Нафтогазом під питанням, питання незалежності Національного банку зараз мусуються знову ж таки чутки про відставку вже нового голови Нацбанку, так, вже поставленого Зеленським. Тому фон такий собі. А що ми точно маємо вимагати, це чіткості компенсації, скажімо, політичного аспекту укладання Nord Stream. Сполучені Штати спочатку дуже активно зайняли позицію протидіяти цій політично-енергетичній машині. Зараз фактично здалися там через частково і власні інтереси, частково через інтереси європейських партнерів, тобто Німеччини. Але натомість ми маємо отримати чіткі гарантії, як у разі, бо завжди кажуть, якщо, не якщо, а коли Росія нападе, на що ми можемо розраховувати. Тут справді погоджуюся з вашим гостем, необхідно говорити і про оборонне озброєння, і про активізацію міжнародних навчань. Ми знаємо, що під час виборів в Російську Федерацію заплановані
навчання захід, спільно білоруські, російські, які будуть відбуватись фактично на кордоні з Україною. Тобто це буде ще одна точка, ще один період конфлікту. Ну і активне просування ініціатив, які пов'язані з Кримом, зокрема Кримською платформою, чіткі кроки по реалізації плану деокупації Криму. Бо поки що ми маємо стратегію, але ця стратегія – це скоріше документ про наміри. Потрібні просто конкретні дії, підкріплені гарантіями наших міжнародних партнерів, тому що відбудова Криму, а зараз забезпечення прав корінних народів, частина з яких змушена була виїхати з Криму, це все питання, які ми можемо підняти. І я думаю, в даному випадку Америка змушена буде відповідати. Пане Ярославе, и еще один вопрос, который я хотела с вами обсудить. Что у вас сейчас происходит в партии «Голос»? Сегодня ваша коллега Александра Устинова сообщила, что большинство народных депутатов не будут принимать участие в съезде партии «Голос» 29 июля, покидают ряды политической силы. Она сообщила опубликовала свое заявление о выходе из партии на своей странице Facebook и написала, что «Голоса» больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека, Киры Рудик, которая существует исключительно на бумаге. Конец цитати. Власне, мені мало що можна додати до слів Олександри. Сьогодні з фракції «Голос», тобто з партії «Голос» вийшло 7 депутатів, народних депутатів, які були членами політичної партії. Я, Олександра Устінова, Юлія Клименко, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль, Роман Лозинський. Фактично кількість опартійнених членів фракції обмежилась з 20 лише 7 людьми. З'їзд відбувся суто номінально, в принципі, його можна було не проводити. Перед тим керівництво партії створило 5 нових осередків, які очолили люди дуже наближені до Кіри Рудик. В 5 опозиційних осередках були змінені керівники, щоб на з'їзд поїхали лояльні люди. Тому не дивно, що з 21 делегата з'їзду, це ще одна така цікава річ, партія, яка є національна, має представництво в парламенті, проводить з'їзд закритий, без камер, без будь-якої прозорості, навіть своїм членам-партійцям не показували. І коли приїхала делегація з Львова, за статутом, який так і не поміняли, кожен член партії може бути присутнім на партійному заході будь-якому, це його права захищені в статуті партії. Понад 15 депутатів місцевих рад від Львівщини банально не пустили на з'їзд. Тому це сьогодні відбулася така остаточна профанація самої партії «Голос». Ми не бачимо логіки далі в ній залишатися, тому будемо в межах фактично наших можливостей як народних депутатів, ми залишаємося народними депутатами, займатися, власне, створенням якоїсь альтернативи. Это будет какая-то новая депутатская группа в парламенте или какой-то другой формат? Це буде об'єднання «Справедливість», воно вже є в межах фракції «Голос». Це те, що нам зараз дозволяє регламент. Ціль фактично поміняти керівництво фракції, бо керівництво фракції понад половину, 11 депутатів проголосувало за зміну керівника фракції. Думаю, в вересні ми повернемося до цього питання. Как эти процессы повлияют на электорат партии «Голос»? Ці процеси невідворотно впливають на електорат партії «Голос». Електорат партії «Голос» скоротився від 5,8% на виборах парламентських, через 3,5%, коли відходив Святослав Вакарчук, до 1,7%, коли зараз нам партія «Голос» керує нібито людина з адміністративним досвідом, а насправді людина, яка просто ніяк не може бути толерантним до альтернативної позиції, і поступово витискає партії спочатку Сергія Притулу, потім керівників окремих осередків, зараз власне третину фракції, а насправді половину.
Тому насправді електорат «Голосу» де-факто треба буде повертати якоюсь новою пропозицією. Або електорат «Голосу» просто знайде ті інші пропозиції, які вже зараз існують, і буде підтримувати. Ніша праволіберальна, вона існує. Великі середні міста, виборці, які критично ставляться і готові контролювати політику, вони є. Тому я думаю, що ця ніша точно буде кимось зайнята. Прикро, що це буде не «Голос» в існуючому стані, з існуючим керівництвом, з існуючим рівнем підтримки і організації процесів «Голос» перспективи немає. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чох Сагулна, что нашли время и связались с нами. Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины, фракция «Голос», уже народный депутат Украины, Верховной Рады. Как вы оцениваете эти процессы? Знаете, к огромному сожалению, история партии «Голос» подтвердила одно железное правило про железный закон олигархии, который еще в 20 веке был известным немецким теоретиком, политологом, сформулирован Робертом Михельсом по поводу функционирования партии, где руководство партии рано или поздно оттесняет рядовых членов от влияния на те или иные решения. Вот в «Голосе» произошла эта же самая история. По-разному можно относиться к депутатам, которые вышли, да, но они были достаточно публичными людьми, Да. Имели принципиальную позицию по многим вопросам. У них были эти разногласия с Кирой Руды, которая по большому счету, действительно, если так со стороны даже наблюдать, где-то узурпировала власть, отказалась от вот этой идеи, что это такая партия без одного лидера, партия, где решения принимаются коллегиально, переформатировала полностью всю вертикаль. Да, она сегодня получила максимальную поддержку, 86%, но, извините, на всем съезде было чуть более 70 делегатов. То есть о каком уровне представительства может идти речь, мне очень сложно говорить. Поэтому тут можно ставить крест на истории партии «Голос», партии именно «Голос». Да. Да, какие-то новые проекты, они, безусловно, возникнут, потому что те депутаты, которые вышли сегодня, они харизматичные, они имеют какую-то определенную политическую историю. Я не исключаю, что они создадут какой-то новый политический проект, будут отстаивать то же, что они отстаивали до этого. Это соответствует полностью национальным интересам Украины, это очень важно. Возможно, найдут себя в какой-то другой ипостаси, в другой политической силе, но пока будут в Верховной Раде голосовать за те законы, которые они будут считать нужными и полезными для Украины. Пане Игорю, возвращаясь к тем вопросам, которые мы с вами обсуждали, и к Соединенным Штатам Америки, я хочу, чтобы мы сейчас вместе послушали прямую речь президента США Джозефа Байдена в обращении к американским разведчикам. Он сообщил, что его российский коллега Путин опасен тем, что у него есть ядерное оружие, нефть и ничего больше. Давайте послушаем. When I was with Mr. Putin, Як ви всі знаєте, у мене нещодавно була цікава зустріч з моїм дуже близьким другом Володимиром Путіним. Я давно маю справу зі світовими лідерами, так само, як і ви. Він знає, що ви краще, ніж його команда. Його це дуже дратує. Я не жартую. У Путіна є реальна проблема. Він сидить на економіці, в якій є ядерні озброєння та нафтові свердловини. І більше нічого. Більше нічого. Він знає, що у нього справи погані. І це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним. Пане Игорю, здесь у меня возникает вопрос, как воспринимать такую диссонансную риторику Джозефа Байдена? С одной стороны, он говорит убийца, с другой стороны говорит, что это мой близкий друг. С одной стороны, он делает такой подарок Путину в виде этого совместного заявления с Германией по поводу завершения строительства Северного потока-2. С другой стороны, говорят о возможных санкциях из-за продолжающихся кибератак. Что происходит? Я думаю, что близкий друг — это больше сарказм был в таком плане, знаете, так, пошутил? Где-то да. Близкий в каком плане? Что он его хорошо знает настолько, что, в принципе, где-то предугадывает. Но я с его словами могу согласиться. Я скажу более, когда-то Джон Маккейн вообще гениальную фразу сказал, что Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной, да? То есть, сидит на этой нефти, ее качает, по большому счету, там ничего, кроме этого ресурса, и еще там леса, каких-то других ресурсов нету. Но тут ключевое что? Это страна, у которой есть ядерное оружие. И, к огромному
сожалению, этот факт вынуждает те же Соединенные Штаты Америки где-то идти на какие-то контакты, где-то учитывать какие-то заявления России, действия, которые Россия совершает, прекрасно понимая, что не очень адекватные люди, у которых действительно проблема отсутствия нормально работающей экономики. Слушайте, о каком соперничестве может идти речь, если бюджет Российской Федерации чуть-чуть, вот последний, да, чуть-чуть больше, чем бюджет одного штата Калифорния. Чуть-чуть больше. То есть они, по сути, равнозначны. Одного штата Калифорния. Но почему это все происходит ценой интересов Украины, которая является форпостом ЕС и НАТО? Да, к огромному сожалению, так часто происходит в мире, когда страны, которые оказываются на пересечении этих интересов, они я не скажу, что их интересами жертвуют, но если они не могут о себе как-то заявить, показать свою субъектность, подтвердить свою субъектность, они, я не скажу, что они превращаются в разменную монету, но их интересы учитываются уже в какую-то повторную очередь. Нам с 2014 года, мы же до 2014 года, по сути, эту субъектность потеряли. Давайте откровенно говорить. Да? Мы двигались в сторону России, Янукович полностью делал то, что ему говорили в России. Потом, с 2014 года, мы очень тяжело, с потерей территорий, с какими-то другими потерями наших воинов на фронте, переселенцами и так далее, мы эту субъектность как-то восстанавливали. И на определенном этапе ее смогли восстановить. К сожалению, после 2019 года опять начался откат. Эти игры, что мы посмотрим в глаза, мы договоримся, сядем за стол, да, остановимся посерединке, где-то сойдемся и так далее, они сыграли с нами очень злую шутку. Потому что те же Соединенные Штаты, которых тоже шатало, Трамп, Байден, эти все моменты, та же Европа смотрела на это все и думала, они думают, что они сами могут договориться, да ради бога, пусть договариваются, мы даже в этом не будем принимать участие. Вот в этом была ошибка. И сейчас нам эту субъектность опять надо восстанавливать каким-то образом. А сделать это все сложнее и сложнее, и мы идем уже по пути то, о чем мы говорили. Шантаж, ядерное оружие, какие-то другие вещи и так далее. Так, к сожалению, это не работает. Субъектность, она должна быть в другом. То есть мы должны усилять нашу армию. Вы спрашивали до включения господина Юрчишина, чем мы можем быть полезны. Да, послушайте, наша армия по состоянию на сегодня, она по сравнению с огромным количеством стран, армий других стран НАТО, гораздо более продвинута, опытная и так далее. Страны типа Венгрии, Польши и так далее, они не сравнятся просто. Хотя они тратят на оборону достаточно большие суммы, кто-то даже больше, чем мы. Потому что у нашей армии есть, например, боевой опыт. И, кстати, во время учений наши воины делятся этим опытом. Американцы нас где-то больше понимают, потому что у них армия постоянно где-то воюет в каких-то горячих точках. А для других мы открываем что-то новое. Мы говорим, у вас теория, а у нас практика. И многие другие вещи, они могут быть полезны этим странам, которые являются членами НАТО, и они могут понимать, что мы не можем где-то воевать сами, быть форпостом. Украина в силу объективных причин этим форпостом стала, потому что на нас напали. Так давайте мы тогда поддержим этот форпост. Если ты не хочешь воевать сам, то надо тогда поддерживать тех, кто может это делать и уже это делает. Но мы должны же это правильно, извините, очень плохое слово, но оно отлично подходит под ситуацию, продать это. Чтобы они это поняли, чтобы они действительно в этом были заинтересованы еще больше, чем мы. А как-то мы упустили почему-то эту возможность постоянно на это делать упор и про это говорить. Возможно, мы ее восстановим. Я хочу в это верить. От встречи с Байденом действительно тут очень много будет зависеть. Так, а каких-то реальных, конкретных гарантий по поводу транзита газа через Украину после 2024 года мы можем получить? Или хотя бы что-то предложить в этом вопросе? Мы должны были давно это сделать. Мы не предложили. И, знаете, какие-то... не предложили. Смотрите, сейчас 21-й, столкнулись с проблемой. Я не надеялся на то, что 30 августа, после встречи Байдена и Зеленского, что-то для нас в контексте Северного потока сильно изменится. По одной простой причине. О гарантиях мы должны говорить в первую очередь с Германией. А потом уже с Соединенными Штатами и потом уже с Россией. Потому что что хочет Германия? В декларации это же было видно. Вы с Россией садитесь и договариваетесь. Про транзит, какие-то еще вещи. И Россия постоянно говорит, мы готовы договариваться. Там же они назначают некого спецпредставителя в этом вопросе. Но Россия что говорит? Мы готовы обсуждать эти все вопросы в формате 1 на 1 с Украиной.
Вот давайте сядем и договоримся. Этот вариант для нас не подходит. Любые договоренности теперь могут быть исключительно в трехстороннем формате, где есть мы, где есть Россия и есть там Германия. Европа, ну, Германия, Европейский Союз плюс США, Германия плюс США, неважно. Но тут должно быть три стороны. Должен быть гарант, не Россия, не Украина, который вот эти все договоренности закрепит. Эксперты с энергетической безопасности говорят, что даже сейчас мы можем себе, ну, грубо говоря, выторговать неплохие условия после 2024 года. Например? Например, минимум там 30 или даже 40 миллиардов кубов газа, которые будут идти по территории Украины. Полная загруженность, это даже больше не к России, а, например, к Европе, загруженность наших хранилищ европейским газом и его использование. Не сможем мы так много качать с России, значит, будем этот газ гонять по нашей системе, чтобы она, не развалилась, да, и обратно его отдавать. Но мы с этими предложениями должны выйти. Смотрите, сейчас климат очень плохо поддается какому-то прогнозированию. Да? Есть зимы мягкие, потом зимы очень холодные. Мы должны бить в том числе на это. И говорить, что не берите только газ у России по Северному потоку. А если будет очень холодная зима? Через 2 года, после 2024 года, а вы наплюете на нашу газотранспортную систему, мы ее разрежем на металл или там законсервируем, и вам не будет хватать газа, и вы его не сможете никак получить. А вообще сейчас в Европе насколько диверсифицированы поставки газа с различных стран? Вот сейчас как раз диверсификация, она присутствует. Ага. Потому что идет по Украине. Есть же Северный поток-1, Северный поток-2 и Северный поток-3, по сути. Ну, их так можно назвать условно. То есть оно уже минимум идет несколькими потоками. Для России просто что важно? Выкинуть Украину с этих моментов и диверсифицировать только по своим потокам. Мы должны объяснить, это же понимают прекрасно в Германии, что вы ничего не потеряете, а только выиграете, если часть этого газа будет и после 2024 года идти по территории Украины. Вопрос только в объемах. Мне кажется, что тот минимум, который для нас оптимальный, про него можно говорить, но мы должны предложить, как мы это видим, что мы хотим. Понятно, надо требовать не 40 миллиардов кубометров, а 50, 60, понимая, что потом эта цифра как бы уменьшится. И потом уже выходить с общим каким-то мнением к Российской Федерации, говорить, что вот мы садимся и так решаем. При этом Украина, знаете, делает как бы даже услугу той же Европе, потому что мы в контексте их же энергетической безопасности. Вот почему эту карту не разыграть? Да? Мы где-то закрываем глаза на гибридную войну, на реальную войну, на оккупированные, аннексированные территории, да? И говорим, что мы готовы вот отдельно это рассмотреть, отдельно это. Но мы даже этого не сделали. И я не понимаю, почему. Сидеть просто ждать, что, вот как, знаете, у Булгакова, ничего не просите у сильных мира сего, сами предложат и сами все дадут. Не работает это так в современном мире. Надо требовать. Мы же не маленькая страна. 40 с чем-то миллионов населения. Одна из лучших армий в Европе, которая сдерживает, мягко говоря, огромную страну с ядерным потенциалом. Давайте мы не попросим, где-то потребуем, но, по крайней мере, тогда бы Зеленский мог выйти и сказать, всем нам, что мы попытались, не получилось, но мы сделали все, что могли. А мы даже этого сейчас, к сожалению, сказать не можем. Я, кстати, эти вопросы задавал некоторым депутатам «Слуги народа», они молчат, у них нет ответа. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Я, к сожалению, вынуждена прощаться, потому что буквально через 30 секунд эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Корушкенджи, дослар.